23 августа, вторник. Александр Габышев звонил, даже 2 раза, говорил с близкими, с родными, и Кайлане звонил. Очень просил передать ему мазь Редерм, 2 упаковки. Я в комментарии буквами напишу, что, как называется эта мазь. Врачи ему в больнице посоветовали, но сказали, что купить он должен сам. У них нету. Ну, нету, будем. У нас есть добрая копилка, постараемся купить и доставить. Звонил богатырь. Вернее так, звуковое письмо прислал. Он собирает посылку Александру, хочет купить ему спортивный костюм, спрашивал, какой размер у Саши. Ну, на глазок определял, там, ну, мы же как бы помним Сашу, что невысокого роста, худенький. А какой размер? Кайлана сказала, 46-48, так что богатырь. Ты богатырь, а Саша 46-48. Ну, спортивный костюм будет ему, конечно, наверное, его обрадует. Как сказал, вернее, богатырь, наверное, им таких не выдают в больнице. Наверное, психушки таких спортивных костюмах не выдают. Абрикосовое варенье хочет богатырь прислать. Не знаю, возьмут ли. Ну, по крайней мере, кто-то в больнице будет рад абрикосовому варенью. Вот такие короткие новости. Сама Кайлана ездила на священные места, ну, не одна. 150 человек, представители народа Саха, ездили на эту священную гору. В прошлом году, она сказала, было 80, а в этом году 150. И было много молодежи. И много говорили об Александре Габышеве. Так что традиции передаются, традиции, которых многие не понимают, а народ Саха, молодежь народа Саха их понимает и ими интересуется. Письмо пришло от Саши. Зачитаю, мне письмо пришло. Только первую строку. Передаю всем нашим друзьям привет. Путь всем будет хорошо. Присоединяюсь. Путь всем нашим друзьям будет хорошо.